Я владелица вот этого двухэтажного здания, которое вчера Салтанат говорила. Я получила эту землю под индивидуальное жилищное строительство еще в 1998 году. Решением акимята, Октябрьского акимята. Красную книгу я получила в 2008 году, когда Акаев только издал указ о выделении земельных участков под собственность, под индивидуальный жилой дом. Весь этот сыр-бор начался из-за того, что мои соседи начали говорить, что я залезла к ним на территорию. Фактически это неправда. Они также вводили в зале судебного процесса, вводили судью в заблуждение. Мы, когда строили в 1988 году эти дома, сам председатель горисполкома в то время Нанаев был, выезжали вместе с комиссией, запретили нам строиться здесь под индивидуальный жилой дом. Вот тем хозяевам, которым, как она говорит, купила этот дом, фактически ей предоставили жилплощадь. И тогда приехали в УЗС. И нам сказали, мне выписали предписание, вот оно. На этом основании мне сказали, чтобы я в течение 10 дней сделала все свои документы на строительство нового дома. Я пригласила госрегистр, вот у меня акт есть. Они замерили по моей земельной этой госакт, и мне сказали, говорит, Эджи, говорит, вы на 2 метра должны отойти внутрь туда. Ваша земля находится на той стороне. Я говорю, как так? Ну вот так, говорит, вы вышли, говорит, на муниципальную землю. Я тогда сыну сказала, давай будем подавать на суд, говорю, о сносе вот этого самовольного строения, так как у них нету документов. Он говорит, ну мы выросли, говорит, вместе, говорит, ну зачем, говорит, у нас же, говорит, все равно здесь, ну возле дома, говорит, пустырь, говорит, больше никого нету. И мы не стали двигать, и не стали их подавать на суд, чтобы их снесли. После эскизного проекта я уже начала строительство. И вот на этом фоне у меня все остановилось. И они начали на меня писать. Я хотя их предупреждала, я не буду писать, говорю, я знаю, что у вас ни у кого из замострения, у вас нету документов. Вы зря, говорю, со мной спорите. Нет, у тебя есть блат, у тебя есть... Я проработала в своем государстве 40 лет. Я пенсионерка. Я вышла на пенсию, начала... Ну, не хватает моей пенсии. Вот даже на данный момент я получаю пенсию 3400 сомов. Я оплачиваю патент по теме времени. И сейчас я тоже вот сейчас оплачиваю патент, взяла кассовый аппарат. Я все это делаю в законных основаниях. У меня противозаконного здесь ничего нету. Я сколько им говорила, вот даже вот этот дом, который вот сейчас вот стоит, он тоже самовольная постройка. Он тоже у меня захватил участок моей в ширину 2 метра и в длину 28 метров. И никаких у меня, как они говорят, знакомые есть, что я жена какого-то, какие-то у меня блаты есть в прокуратуре. Ничего нету. Я была вынуждена писать в прокуратуру за неправомерные действия моих соседей, за то, что они незаконно все это сделали, что они начали писать, чтобы якобы у меня поддельные документы. Приезжал Момбеков, меня вызывали в Генеральную прокуратуру и говорили, кто же мне сделал эти документы. Мне никто их не делал. Я все это старалась делать законным путем. И мое строение, оно законное и капитальное. На это строение есть проект, конструктивная часть есть АПУ, есть геологоразведочные заключения, есть сейсмологические заключения здесь есть. Мой документ, весь он законный. Только то, что вот они говорят, они вводят просто общество ложными показаниями, то, что им говорят, что их снесут. Это в самом начале той хозяйки, у которой они купили, в то время горисполком давал, сказал, говорит, вы не имеете на этом месте строиться. Им выделили уже жилплощадь Улане-2. Мы почему стоим впритык? Потому что, когда они начали вот этот второй этаж ставить, они ко мне залезли на территорию. Из этой земли 2 метра в ту сторону к ним, это моя земля. Она принадлежит мне по красной книге, понимаете? И когда в 2017 году я сносила свой дом, мне надо было сразу подать в суд на них. Но я не стала этого делать. Я говорю, ну 2 метра сюда, 2 метра сюда. Говорю, зачем? Если бы это было мое незаконное строение, меня бы давно снесли, когда при прокладке вот этой дороги. Получается, 40 лет ждут, на муниципальной земле живут и не узаканивают его. Даже решение, после решения, вот сейчас я буду вынуждена обратиться в прокуратуру о том, что вот эта вот группа, которая с госрегистра, с кадастра выезжала и чертила техпаспорт, они после решения суда уже им расчертили техпаспорт. Они не имели на это права, потому что решение Верховного суда я лично сама отвозила в кадастр и говорила, что эта земля, она муниципальная. Верховный суд уже дал решение о сносе этого самовольного строения.
Они все равно, мобильная группа все равно расчертила им техпаспорт. Они просто обнадежили людей. Я сейчас буду вынуждена обратиться в Генеральную прокуратуру о возбуждении уголовного дела в отношении этой мобильной группы. Потому что заранее зная, что у этих людей нету на это права, на эту землю права, они расчертили им техпаспорт. Вот сейчас комиссия земель же выходит, она же на определенное время же выходит. Правильно? После определенного времени срок ее истекает. Они не хотят одну бумажку менять на другую. Правильно? Государство ничего не делает бесплатно. Надо же платить. Правильно? За все, вот, за мой старый проект надо платить, за техпаспорт надо платить. А когда он это будет платить, если он все время пил? Черекбаев все время это пил. Если только он последние, наверное, 5 лет перестал пить. И если человек не хочет, закон за ним не будет бегать, государство. Правильно? Узаконим. Это вот сейчас вот Садыр Нургаджоевич дал указ амнистировать это все земли. Но он там же даже сказал, полоса, где красная полоса, узаконения не будет. Но он же живет на муниципальной земле же. Он до сих пор не сделал, за 40 лет он ни разу не сделал попытку узаконить свое частное домостроение. Почему градостроительство отказывает в узаконении? Потому что это полоса. Идет красная полоса. Зоны вот это именно трубы, Бишкек теплосетей. Ну, у земли не может быть два хозяина, правильно? Эта земля вообще относится к Бишкек теплосетям. Вот мне, говорю, как мне отмерили Бишкеглав архитектуру, вот 11 метров у меня ширина, все. Дальше я не имею, оттуда идет высоковольтная линия, тоже полоса. Я не имею права там строиться. И в эту сторону у меня 25 метров. Вот она, маленький промежуток, где я могла построиться. Все, я за эти рамки не вышла. Но они же захватили мой участок, а не я ихний. И они вводят в заблуждение всех в том, что они якобы я захватила участок, я пишу на у меня блат там есть. Я просто законопослушный человек Кыргызстана.